Исәнмесез. Мы уже говорим на много разных интересных тем. На минутку хочу вернуть нас к самому началу. Вот мы начинали со слов, связанных с этикетом. Ну, это те слова, которые всегда на слуху, даже у людей, которые особо не интересуются языком. Просто это то, что звучит достаточно часто. И исәнмесез, и рахмет – это, конечно, те слова, которые знает каждый. Интересно, кстати, что вот в словосочетании «рахим» и «тагес» – это что означает? Добро пожаловать. Добро пожаловать или «будьте любезны». Тот же самый корень, что и в слове «рахмет». Это арабское слово, которое означает «милость», «милостивый». И я вот все пытался выяснить, как правильно, как лучше по-татарски выразить смысл «пожалуйста», когда мы обращаемся с просьбой. Вот. И существует такое слово, которое относят обычно к высокому стилю – «зинхар». Когда я стал делать первые попытки что-то уже читать, какие-то тексты по-татарски, то это слово встречается. В живой речи оно звучит крайне редко. И более часто, более уместно в большинстве случаев использовать просто такую форму, которая придает вежливый оттенок просьбе. Это окончание, которые мы добавляем. Ну, как звучит во множественном числе повелительная форма, когда мы просим что-то «сделайте». Да, ну, например, да. И, соответственно, окончание, как все в татарском языке, в двух вариантах, это то, что мы добавляем к этой форме. Барагысше, килегесше. То есть приходите, пожалуйста. Это не буквальный перевод, конечно, пожалуйста, но это более вежливое обращение. Например, приходи. Киль, да? Множественное число килегес. И если мы добавляем ще в мягком варианте и ще, вот такой вариант, в твердом, то это придает оттенок более формальной, более вежливой просьбы. Ну, например, дай, бир, да? Дайте. Бирегес. Бирегес. А если мы добавим вот эту деталь, бирегесше, это придает оттенок вежливой просьбе. Дайте, пожалуйста. То есть каждый язык находит свои способы, чтобы поменять стилистику. В том числе придать оттенок вежливости. А если мы предлагаем кому-нибудь куда-то пойти, например, барагыс. Барагысча. Да. Здесь мы добавляем вот. Ну, почему я про это заговорил? Потому что мы уже стали все чаще обращаться с просьбами друг к другу. Что-то показать, что-то рассказать. Да, Арина? То есть, получается, пойдемте со мной в кино. Ну, это уже как бы пожалуйста, да? То есть это вот нет. такое. Если мы говорим «пойдем вместе», то это не просьба к вам, это предложение сделать что-то вместе. Здесь уже не требуется этого окончания. Это только когда я прошу в обращении. вас. Я обращаюсь к вам, хорошо. прошу что-то сделать. Понятно. Попросим, например, Эльзу спросить у Динары, что она любит делать. Динара, син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Эльза, мин тегергә яратам. Беләсезме, минем бер күлмәгем, бер ай яткан. Аны ясап бетерергә колар җитмәде. Һәм бүген иртән тордым, аны ясап бетердем. Хәзер аны күрсәтәм. Карагыз. Моны. Значит, что, какое... Моны, минем күлмәгем.
Матурмы? Биг мотор. Рахмет. Мона. Биг мотор. Все. Биг мотор, биг мотор. Ключевой глагол, который здесь прозвучал, это тегерге. Тегерге, который означает шить. Но мужчина может не записывать. То... Нет, но мужчина может попросить. Или за что? Сшей мне, пожалуйста, что-нибудь. Так вот, каким образом спрягается этот глагол? Я шью, как мы говорим. Я, да, и так далее. А как сказать, вот Динара сказала, что она сшила платье. В прошедшем времени я сшила. Тык-тым. Ты. Значит, что у нас здесь появляется? Так как у нас идет форма прошедшего времени, то «г», меняя свое качество, становится глухим звуком. Да? Тек-тем. Я сшила. А как мы попросим, например, сшейте мне, пожалуйста, платье. Меня күлмәкне тегегез. А, Да, пожалуйста, пусть кто-нибудь нужно вас было, да? просит. Пусть, например, Кирилл попросит вас сшить Платье, рубашку. рубашку. А по-татарски это одно и то же слово, так что не ошибешься. Для нашего удобства. Сильвупле. Динара. Син мена тегесен. Значит, если на «ты» уже, то достаточно, то сшей. Кульмектек. Мига. Так, где-то Мне- надо ставить этот вот частичку «чи», чтобы... Да, вежливо. чтобы придать более вежливо. Меня или для меня, если то сказать как. Мига. Меня это мне, да. А если для меня, минем, Минем öşen. шен, да. Син мина күлмектекши. Кирилл, білесіңме, мен бит кызларға генә тегәм. Что такое, что это было? Кызларга. Да. Только Кому? для девочек. Только для девочек все. Гафу тегес. Расчетчик. Это все тоже можно? Ну, то есть, что же мне делать с полотенцем? Да, можно и видеть в том числе. Рубашка нужна. Есть еще такой момент. Помните, мы говорили о том, что либо к форме глагола, либо к существительному мы можем добавить такое окончание, которое называет человека, производящего какое-то действие. То есть, если мы произведем из глагола тегерге тегюще, это будет означать швея, так же как от балык у нас было балыкше, рыбак, то есть тот, кто чем-то занимается, к этому, соответственно, названию действия, либо к существительному. Вот балыкши, помните, напомню. Да, почему балык чи, щи? А потому что балык это твердый вариант. А текще, почему не может быть Да. текще, например? Это твердый вариант балыкши, а мягкий вариант тегюще. А нелогично было бы тыкще на самом деле? Ну, на слуху-то понятно дело, тыгуще, а вот тыкще нельзя было? А нет, дело в том, что тег – это повелительная форма, а название действия А, тыгу. шитье. Да, тыгу. Шитье – это вот как раз тыгю. То есть от шитья тот, кто занимается шитьем. Ну, а как сказать ученик или учитель? Окутыще. Это то же самое. Окутыще. То есть мы берем учение или обучение, добавляем это окончание и получаем соответствующую форму. Динара, а как сказать «я хочу сшить новое платье»? Кириллу. Мин яңа күлмәкне тегергә так телим тегергә. Ага. Вот То есть тогда это выбрали хитрый вариант. А если мы берем более сложный вариант? Хочу сшить. Например, я хочу сшить рубашку для Кирилла, как мы сказали. мин Кириллга
Күлмәкне. А какой там сложный вариант? У меня все простые. Да, то есть сначала тогда идет притяжательная форма. Минем. Ясарға Кирилл келе. үшін. Кирилл үшін. Да. Менің Кириллға ясарға Да, тигерге И вот это, только здесь уже будет не тегерге, а тигер тегесем. 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 И последнее. тегесім келе. Киля. Мен Кириллға күлмәкне тегесі келе. Тегесем киля. Это скорость, конечно, очень красиво звучит. Тегесем. Мальвину, спросите Дэвида, что он делает в свободное время? Дэвид, син буш вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин буш вакытын музыка белән шөгыльләнәм. Музыка, блядь, нинди музыка? Бобби Казык, нинди музыка. Хип-хоп, поп, гитардан. Татар музыка. Сен жырлайсың? Как будет на гитаре? Гитардан? Гитар, да. Гитардан. А как спросить? Можешь спеть? Сейчас можешь спеть? Син Жырлайсың мı? җырлыйсыңмы? Сен хазыр жырлайсыңмы? Да, Жырла да, аласың ма? если споешь Аласың ма? споешь ли ты сейчас, да. А помните, если можешь, то там вот этот глагол аласын, то мы берем основу жырлый, аласынма. Син хәзер җырлый аласыңмы? Да, Гафу етік. Что отвечать? Ще. хезер. Хезер. Окей. Әйді. Браво. Eyde. А как сказать спой в вежливой форме? Ескерткеч. Жырлы еще? Да. Жырлышы. Жырлый гыз. Жырлығыз ще. Day is a swirling stone. I'm caught up in the middle of it all. It takes control of the person that I thought I was. Boy, I used to know. There is a light in the dark, and I feel it swirl in my hands, in my heart. I can't go down. It comes and goes in waves, and I feel it in my. It comes and goes in waves. It comes and goes in waves, and I feel it in my. It comes and goes in waves. Are you finished? Дэвид, а на своем чуть-чуть. Okay. Ибу. Чуть народу. Да. На Ибу. Игбо. Да. If I'm Gabo, Ogadin ma, Ogadin Gabo, Ogadin. Ife nacho, enu ofufu obiro, Ogadin gorima. Ife nacho, Ogadin gorima, ife de gacho. Pansiri wanta, ife ni gacho, Ogadin gorima, ife de gacho. Надо довести. Очень классно. Даже лучше, чем на английском. Да. Звучание такое классное. Да. А на татарском ничего не спел. Нет. Сейчас поем, да. Еще не вечер. Ну хотя бы скажи, что тебя зовут Дэвид. Алиса, да. А давайте спросим, на каком языке ты пел?
Дэвид, сен нинди тилинде жырлавдың? Min Jirlam, Ibodan. На языке Ибо. Иботеленде. Иботеленде. Да. Матур, Иботеленде. тилин матур. И на английском. Хэм. Хэм. English Теленде. Браво. Как сказать, Сергей, мне очень понравилась эта песня. Min, mina, bu, жир, Шер? mina, bu, жирный, Нет, Мина. не я ее, а она мне понравилась. mina, bu, жир, big, оши, О прошедшем времени. ошады, Да. ошады, Если сейчас, то нравится, то ошей. ошады. Если понравилось, ошады. Mina, bu, жир, big, ошады. Рахмат Бюзур, Сезге, Дэвид. Бик шат болсын. Когда мы говорим о том, что мне, напомню, да, нравится, там такая же структура, как в русском. То есть нравится мне. Меня, сина, ошей. А если мне не нравится, как это звучит? Ушамый. Ошамый, да. То есть мы включаем вот это отрицательный элемент «мэй», который работает по отношению глаголов в обоих вариантах. И в том случае, когда основа, то есть повелительное наклонение, заканчивается на гласный звук, и в том случае, когда он заканчивается на согласный. И напомню, что формируя окончание в прошедшем времени, мы всегда обращаем внимание, что если основа заканчивается на звонкий звук, как вот в случае тегерге шить на г, то он преобразуется в звук глухой, и мы получаем форму тектем. Но если нам требуется отрицательная форма прошедшего времени, то есть я не шил, я не шила, как это будет звучать, Динара? Мин текмедем. То есть «д» возрождается после того, как мы подключаем отрицательный элемент. Текме, текмедем. А как будет прошедшее время? Я не шил. Вот как раз мы. Вот как раз так мы делаем. Значит, вот это тектем – это сшил. Между основой и окончанием прошедшего времени мы добавляем вот этот отрицательный элемент. Текмедем. Вот это дает нам значение отрицания в прошедшем времени. Для мягкого варианта, а в варианте твердом вместо этого была бы форма ма. Например, я не ходил, как будет? Бормадым. Бормадым, да. То есть в этом случае ма – это твердый вариант, мя – это мягкий. Ну что ж, мы много интересного узнали, услышали и увидели на этом занятии. Про язык Ибо. Да. Я думаю, что это будет следующей темой нашего следующего курса, вероятно, если Дэвид нам поможет. А пока сау болыгыс. Сау.